6 чувашских мастеров примут участие в Поволжской ярмарке ремесел и сувениров. С 18 по 21 февраля она пройдет в столице Башкортостана, Уфе. Там соберутся умельцы из разных уголков страны, и это отличный шанс продемонстрировать свой талант и заявить о себе на всероссийском уровне, говорят в региональном Минэкономразвития. Когда училась на худграфе педуниверситета, Зоя Игнатьева и не думала, что когда-нибудь начнет лепить тарелки и свистульки. Начинала она с картин, создавала панно, ее работу охотно покупали кафе и рестораны. Но внезапно захотелось сменить направление творчества. Перепробовала разные виды вязания, вышивку, макраме, лозоплетение. Но только работа с глиной, что называется, запала в душу. Не расстается с материалом уже 20 лет. Сначала лепила из деревенской, но с ней мороки очень много. Довести до сметанообразного состояния, пропустить через сито и очистить от всего мусора. Потом эту глину, естественно, это уже будет шликер, его нужно подсушить, чтобы он подсох и был мягкий к работе. Сейчас Зоя Ивановна предпочитает закупать готовую глину. Она более качественная и больше вероятности, что не треснет после обжига. Мастер работает в чувашской тематике, делает посуду с национальными узорами, даже котики, свистульки с нарядными орнаментами. Но любит и экспериментировать с цветами, глазурью, придумывать новых персонажей для сувениров. Зоя Игнатьева, признается, была очень рада попасть в список мастеров, приглашенных на ярмарку в Уфу. Очень хочется посмотреть на других мастеров. Мы целый год не выезжали с прошлого года из-за пандемии. И эта поездка для нас большая радость. Это, во-первых, обмен опытом. Во-вторых, будет приятно посмотреть, как мои работы оценят другие мастера. Десятки коробок с хрупкими и не очень творениями мастера подготовили для поездки на ярмарку. Кружевоплетение, гончарные изделия, картины из бересты, тряпичные куклы, резьба по дереву. Работы разноплановые. Главное показать, какими народными промыслами богата Чувашия. У нас едет небольшая группа, поэтому постараемся мы максимально представить нашу республику. Но, конечно, все ремесла представить не можем. Я еду со своим промыслом, со своей берестой, но не только берестяными картинами, и берестяными игрушками, и украшениями, очельями, и плюс еще деревянные поделки, которые у меня муж делает. Заслужить внимание и любовь еще большего числа людей – основная цель поездки мастеров. Может, заинтересовавшись их творениями, и туристы за ними в республику приедут. Наталья Егорова, Надежда Александрова, Михаил Солин, Вести Чувашия.